Из НР. Здравствуйте! В нашей Хакасии не только много солнечных дней, но и немало солнечных людей. Они словно бы излучают тепло и свет, заряжая окружающих оптимизмом. Писатель и тахпахчи Альбина Курбижекова – одна из таких. Ее молодая энергия моментально вызывает на лицах улыбку. И улыбки эти, как маяки добра, сжигают в сердцах надежду на то, что все будет хорошо. И даже не верится. В апреле 2011 года Альбина Васильевна отметила свой 60-летний юбилей. Эта передача позволит хоть немного приблизиться к таланту писателя из великого рода Хайджи Курбижековых и понять природу хакасского тахпаха. Харылыгы тасқылдан пастани, хара тағыларыны арали. Халын тайғаны тобыра, хорлап иншады саралюс. Песни кызыльского диалекта удивительны по своей красоте и напевности. Пожалуй, это самые лиричные народные песни, которые можно услышать в Хакасии. Их художественная особенность состоит в том, что явления природы воспеваются сообразно настроению человека. Хакасы очень привязаны к своей земле, поэтому глубокое почитание рек и гор, степей и лесов связано с уважением родины предков. Именно такие песни и тахпахи собирает и сочиняет Альбина Курбижекова. В моем понимании, она человек, это творческий человек, наверное, последней когорты той древнейшей традиционной культуры, хакасская традиционная культура. Почему? Дело в том, что мы, понятно, мы сейчас живем в новое время, в новое цивилизационное время, а древнейшая культура вот до нас донесла, вот до современных хакасов, может быть, да, и не только хакасов, вот такие мощные, на мой взгляд, вот систему ценностей, скажем, тахпах, хакасский тахпах и богатырское сказание. Вот она этим владеет, и владеет на таком глубинном уровне. Я когда ее исполнение услышала, я обязательно постаралась с ней познакомиться. И она мне говорит, а мне 4 тетради, говорит, есть записей. Я говорю, ты же писатель. У нас тахпахчи обычно исполняет, но чтобы упорно сидели, вот так вот писали, да еще 4 тетради. А ты мне можешь показать, какие тетради? И когда она мне показала, матушки, это не тетради, это тома. Альбина Курбижекова даже не употребляла такого слова «рукопись», вдохновенно заполняя свои тетради, когда Галина Казачинова, пораженная ее литературным творчеством, предложила Альбине Васильевне опубликовать собранные тахпахи. Уникальные народные песни, а также собственные сочинения стали для Курбижековой пропуском в Союз писателей России. Было это, когда хакасское отделение отмечало свой золотой 50-летний юбилей. Говорят, спойте. А я спела, а там же поэты сидят, все сразу ритм так приятно было, очень много народу было, очень много поэтов, и хорошо меня приняли. Я смотрю, воодушевилась, поскольку раз они меня хорошо принимают, я говорю, а я еще и на русский язык перевожу. Я сейчас на русском спою, а Галина Григорьевна русских переводов моих не видела. По-хакасски говорит, это было очень смешно. Аля, когілебе казахтов, хомой позыңа сықпарбызын. Аля говорит, не пой по-русски, вдруг тебе же хуже будет, может плохие переводы, она же их не видела. А кого там Али уже не удержать. Неудержимой, азартной Али на тот момент исполнилось уже 40 лет, и значительный этап жизни, никак не связанный с литературным трудом, был пройден. Но что на роду написано, того, видимо, не миновать. Предназначение Курбижековой – не дать раствориться в вечности священному слову предков. Альбина
Родилась в селе Устинкино Орджоникидзевского района в большой семье. Она стала одной из 9 детей Евдокии Васильевны Курбижековой, сестры великого хакасского сказителя Петра Курбижекова. Из этого же рода известная тахпахчи Анна Курбижекова. Таким образом, Альбина Васильевна – родная племянница столь знаменитых людей. В семье все играли на читхане, умели слагать и исполнять тахпахи на собственные мелодии. Но Альбина выбрала спорт. Она окончила Минусинское педучилище, а затем много лет работала педагогом, преподавателем физкультуры. Однако тахпах был в ее жизни всегда. Эти древние песни наиболее полно изображают быт и нравы хакасского народа. Поэтому постепенно тахпах становится ведущим жанром в музыкальном фольклоре хакасов. Что такое тахпах, если посмотреть? Это искусство импровизации. И она имеет свои четкие формы. Ну, иногда вот в народе как-то шутят, вот говорят, вот, ну, поет то, что видит. На самом деле, конечно, нужно дать интерпретацию вот этих явлений. Человек действительно поет то, что видит, реально. Но что значит видеть? Вот, допустим, тахпах – это четкая 8-строчная структура стиха. Я сейчас о поэзии пока говорю, да. Это 4 строки. То есть первый катран, да, и второй катран 4 строки. Но вот эти 4 строки, первое четверостишее, оно имеет опять же четкую структуру построения стиха. «Тахпахи мои цвета радуги» – так называется первый и единственный в своем роде сборник народных песен одного автора – Альбины Курбижековой. Для хакасской поэзии характерна система рифм, которые закладываются с начала строк. Именно такое построение стиха во время состязаний и должны выдерживать тахпахчи. А еще обладать отличной памятью, музыкальным слухом и голосом. Всем этим от природы щедро одарена Курбижекова. Атаң шазагда мен шүрзім, арыг сағыжым ар емес. Алынаң пайда болбазам, алтынаң арлыг Хакасы вообще очень верят в силу и энергию слова, поэтому и создавали испокон веков сказания. Считалось, что описанные в эпосах герои способны остановить реальное зло. В науке даже нашей господствует такое ошибочное определение нашего эпоса Алтын-Маха как сказочно-мифологического. Вот. Я с этим не согласна. Он тоже весьма историчен. Истории там очень много. Но мы за мифы, за сказки принимаем то, что не входит в наше материалистическое мировоззрение. Атеизм оторвал нас от духовных корней, поэтому мы современные люди и не в ладах с окружающим миром. Но еще 100 лет назад человек был частью природы, а не мнил себя Богом. Так жил и Петр Васильевич Курбижеков, знаменитый хайджи, родной дядя Альбины Васильевны. Петр Курбижеков родился в ноябре 1910 года в Аале и Тимене Фачинского уезда Енисейской губернии. Ныне это Орджоникидзевский район Хакасии. Родился в бедной многодетной семье. На его долю выпала не только тяжелая работа в совхозе, но и Великая Отечественная война, с которой Петр Васильевич вернулся инвалидом. За дар сказителя народ называл Курбижекова Хайджи Нымахчи, значит находящийся под личным покровительством двух богов-духов, вдохновителей Хая. Возможно, невероятно яркий и сильный дар сказителя Петру Курбижекову достался не случайно, ведь и в самом его появлении на свет есть нечто мистическое. У бабушки с дедушкой дети доживут до годика, до 1,5, и все умирали и умирали. А больниц там что таких не было. И вот ему посоветовали, Петр Васильевич родился в 1910 году, еще до революции. И
родственники посовещались и сказали: Василий, мой дедушка, ты должен, или кто-то из рода нашего должен был убить волка, освежевать его в глухую, то есть не разрезая, высушить вот так вот на распорках, и когда новорожденный родится ребеночек, протащить сквозь волка и сквозь эту пасть. Да. С головы туда до хвоста и протащить ребенка, потом только пуповину отрезать. Вот так вот этим обычаем сделали, и Петр Васильевич выжил. Читхан он впервые взял в руки в 3 года. Курбижеков обладал огромным репертуаром из всех жанров хакасского фольклора. Он знал более 100 героических сказаний, а на рассказ только одного требовалось несколько ночей. Говорят, язык Курбижекова был невероятно выразителен. Сегодня произведения этого сказителя переведены на 12 языков мира. А его с звали уже Петр Васильевич, потому что он в возрасте своем 7-летнем Анну, свою слепую сестру 4-летнюю, учил играть на читхане, привяжет ее пальцы к своим и начинал учить. А она слепая же, она там их и говорит: ты, Нюра, как медведь, это самое, корябой, там, хватаешь пальцами струны, так, не буду я тебя учить. И надо же аккуратно все это. Анна Васильевна потом сама научилась. И в 18 лет он уже исполнял для взрослых эпос. Энергетика у него настолько была богатая, сильная. Вот я замечала, но я когда сказала Анатолию Константиновичу Стоянову, что я даже замечала, и все говорят, он еще не трогал струн, они уже начинали звучать. Петр Васильевич свою бедность, мне кажется, он не замечал. Он не жил этим интересами материальными. У него была одежда, обувь, все необходимое. Была крыша над головой, плохонькая, лачушка, можно сказать. Он был уважаемым человеком, сказителем. Ему бы дали квартиру, но он не просил. И он как будто ничего не замечал этого. Он жил исключительно интересами духовными. Приумножила славу этого рода и младшая сестра Петра Курбижекова, Анна Васильевна. В раннем детстве она переболела оспой и ослепла, но на читхане играла великолепно и с большим мастерством рассказывала героические сказания, пела тахпахи. Один из ее алыптых нымахов, записанный Галиной Казачиновой, опубликован в 1992 году. А еще Анна Васильевна, несмотря на слепоту, шила своей племяннице Альбине Курбижековой такие наряды, что завидовала вся деревня Устингина. Осенний жеребенок. Так переводится на русский язык фамилия Курбижеков. Кстати, дед Альбины Васильевны занимался тем, что объезжал диких лошадей. К нему со всей Хакасии пригоняли кобыл и жеребцов. А осенний жеребенок, что притаился в его фамилии, нередко встречается в хакасских народных эпосах. Есть свои предания и в этой знаменитой семье. Семейные предания Курбижековых относятся к тому периоду, когда Ермак начал завоевывать Сибирь и вытеснять коренных жителей с их исторических мест. Народ, как водится, стал искать защиты в российской столице. На общем собрании, тогда еще кыргызы нас называли, кыргызов был избран мой предок Курчей, князь Курчей и Кангула послами в Москву. Тогда столица была в Москве. Она то в Петербурге, то в Москве. В Москве была. И они прибыли в Москву, и принял их царь Михаил Алексеевич Романов. Принял их и наравне с послом королевским Англии. И дал охранную грамоту. Чтобы, это написано и в истории, и у Ирилова, я материал брала, но я еще и знала от бабушки. Когда только они вернулись оттуда с охранной грамотой, в Томске Данила Хрипунов сразу отобрал грамоту
и показал фигу деду моему, прадеду, прапрадеду, что вот тебе охрана, вот тебе царь далеко, Бог высоко, я вам и царь, и Бог. Ну, в общем, не успели, не смогли они воспользоваться этой грамотой. Но никакие перипетии судьбы не истребили божественного дара, который Курбижековы впитали из родных просторов, вдохнули вместе со степным воздухом Хакасии. Талант, словно невидимое нежное золото, перетек по венам от далеких пращуров к современным носителям фамилии. Альбине Васильевне передался дар чувства слова, дар художественного слова ей передался. Она в этом отношении очень сильна, с моей точки зрения, и тоже, так же, как Петр Васильевич, она иногда не знает источник своих знаний. Вот. То есть это дается из информационного поля Земли, потому что она способна это воспроизводить. Альбина Васильевна сейчас издает, значит, книгу «Сибенарах», сказания тоже. И там тоже это очень-очень большая книга. Это все надо было помнить. Все это надо было помнить и записать в том порядке, в каком тебе передали. Вот ее уникальность. Хакасы до сих пор верят, эпос – живое существо, которое живет параллельно нам, поэтому дух сказания, хозяин эпоса, может наказать Тахпахчи, если тот перепутает слова, забудет или добавит в текст что-то свое. Это и позволило Алыптых-Немахам сохраняться в первозданном виде. Некоторым из них более 2000 лет. А еще хакасы верят, Читхан, по древнему обычаю прикрепленный над входом жилища, проходящего под ним человека, способен избавлять от дурных намерений и черных мыслей. Таким образом, этот музыкальный инструмент оберегает дом. Альбина Курбижекова – один из носителей кызыльского диалекта хакасского языка. Считается, что именно у кызыльцев, проживающих в Орджоникидзевском и Ширинском районах нашей республики, самые мелодичные песни. И песен тех большое количество. Но кызыльский диалект уходит, постепенно исчезая из обихода. Впрочем, как и весь хакасский язык. Сохранить его еще могут усилия таких сподвижников, как Альбина Курбижекова, а также старания ученых, таких как Гуля Владимировна Кыштымова. Вот этот вот кызыльский язык, на котором говорит Алевтина Васильевна, был мне совершенно незнаком. Я и знала, что есть такое существует, но система мне была неизвестна. Вот мы, когда с Алевтиной Васильевной стали об этом говорить, она мне вдруг говорит, я говорю на кызыльском. Я говорю, какое счастье, что ты говоришь на кызыльском. Мы стали с ней вместе работать. Благодаря Алевтине Васильевне я познакомилась, стала изучать вот этот вот язык кызыльского народа, исключительно, как вам сказать, лексически богатый, фонетически очень звучный и со своей грамматической спецификой, которая отличает ее от других хакасских диалектов. Благодаря вот Алевтине Васильевне я изучила систему вокализма, которой я занимаюсь, и написала несколько статей. Альбина, ну как сказать, полное представление дает вот об этих людях. Все черты характера, певучесть речи, красивые голоса, легкие на подъем, быстрые, вот в работе я их видела, быстрые в работе, ну, не тормозные вот какие-то, и в общении с ними вообще приятно. Но кто бы сказал, глядя на Курбижекову, что на долю ей выпало немало испытаний. Она похоронила мужа, пережила тяжелую операцию на позвоночнике, разумеется, не обошлось без последствий. Но трое ее дочерей – это ее счастье. С ними связаны все надежды на будущее. Конечно, у каждого человека свои трудности в жизни, это понятно. И тем не менее, вот, она как-то вот умеет это обходить, как-то вот избегать вот этих трудностей. Она не акцентирует на этом, она всегда
акцентирует себя на чем-то большем. А когда у человека есть большие дела и большие цели, то всегда на мелочь человек обычно не разменивается. Силы Альбине Васильевне дает творчество, которым каждый из нас наделен при рождении. Но многие со временем утрачивают в себе это божественное начало. В полную мощь дар Курбижековой раскрылся только во второй половине ее жизни. Сегодня она увлеченно собирает хакасские национальные узоры, чтобы в будущем издать книжку-раскраску с этими орнаментами. Интересуется также и традиционными хакасскими шапками. Оказывается, известно более 30 их разновидностей и фасонов. Таким образом, хотя бы в книгах сохранятся фрагменты исчезающей древней культуры и не затеряется в истории знаменитая фамилия Курбижековых. Эта семья исключительно по своей значимости для культуры хакасского народа, для ее истории. Меня всегда поражало, что люди неграмотные, я как-то особенно для себя открыла, что человеку можно быть иногда и неграмотным, но он по своему уровню интеллекту стоит очень высоко. Получается, что знаниями официально, которые даются, а другое дело врожденное, то, что Бог заложил в человека. И вот эта семья была призвана, конечно, для этой очень высокой миссии. Силигесті қызы жақты, тоғы семес табары. Пестіңі жерді андағы қыстар, меске шилеп өзеді. Красивую и умную, ой, не трудно нам найти. В нашей местности такие подрастают, как грибы. У Али, кроме того, что вот она талантливая, допустим, талантливо поет, великолепно знает язык, да, у нее еще есть другой талант. Талант быть приличным человеком. Вот я не знаю, можно так сказать, талант быть приличным человеком, но она приличный человек, Али. Вот человек, который вот достоин уважения, человек, который думает о других, заботится, умеет помогать людям, скажем, сопереживать людям. Вот это вот такое очень ценное качество есть в Али. Курбижекова родилась весной. С теплотой и светом, которые излучает Альбина Васильевна, она могла бы поспорить с солнцем. Но осенний же ребенок в ее фамилии из древних хакасских легенд навсегда определил судьбу этой женщины. Хайджи и тахпахчи все реже рождаются на нашей земле, потому что перегруженная информацией меняется наше сознание. Подчиняя себе землю и покоряя небо, на самом деле мы теряем божественную, природную с ними связь. Постепенно исчезает и хакасский язык, а вместе с языком уходит слово, то самое, в силу и энергию которого так верили предки. Альбину Курбижекову называют последней из когорты настоящих тахпахчи, ведь она еще владеет словом, тем, что по древним преданиям магическим образом способна остановить зло. На этом я, Галина Овчаренко, прощаюсь с вами, чтобы через 2 недели вновь сказать из НР. Здравствуйте!